Здравствуйте, это новости, в студии Анжелика Миржоева. И коротко о главном. В физкультурно-оздоровительном комплексе на Зране проходит турнир по баскетболу, который начался еще в прошлом году. Из более чем 60 команд-участниц остались 4 сильнейшие. 15 февраля будут определены финалисты, которые и представят Ингушетию во всероссийском турнире по баскетболу КС Баскет. Магомед Асканов обо всем по порядку. Баскетбол – любимая игра миллионов телезрителей. Создание в Ингушетии школьной баскетбольной лиги позволило любителям спорта увидеть захватывающие матчи между школами. После игры, если я поступлю в Москву, у меня есть цель поступить в Москву. Там я буду продолжать этот баскетбольный вид спорта. И в дальнейшем, может быть, у меня что-то получится. Участие ингушских молодежных команд в баскетбольной лиге Кэт Баскет – заслуга взрослых любителей этой игры. Благодаря спонсорам у команд появилась новая форма и, конечно, мячи, без которых игра в баскетбол немыслима. Помогают спонсоры ребятам и с поездками на соревнования. У нас проходят полуфинальные игры в рамках всероссийского турнира КС Баскет в Республике Ингушетия. В нашей республике принимало участие около 74 команд. Это 63 команды мужских было и 9 команд у нас было женских. Когда смотришь на этих целеустремленных ребят, сразу видно, у них большой потенциал. Убедиться в этом легко. Трансляция игр ведется через интернет, а результаты матча можно увидеть на сайте Кэт Баскет. Самое главное – это командная игра. Неважно, даже если ты ходил 5-10 лет на этот баскетбол, один команду никогда не потащит. Тут даже у нас здесь много пацанов, которые и дриблинг хороший, и пасы, и броски. Но все равно никто этим не пользуется. Все стараются играть командной игрой. То есть пас, бросок. Магомед Асканов, Ильяс Дасхоев, Новости 24. На этом все. С вами была Анжелика Миржоева. Любой заинтересовавший вас сюжет вы можете найти на нашем официальном сайте ingushetia.tv. До встречи в 16 часов.